На эту позицию бригада зашла всего несколько дней назад, но у них уже полностью оборудованный блиндаж. Достался в наследство от предыдущего батальона. Тут есть и кухня, и место для отдыха, и даже небольшой медпункт. Нам выдавали в 14-м там котелок, кружку, ложку, то есть было такое. А было, что привозили и волонтеры, было, что погорела вообще вся, ну, вот, машины горели, в машинах была вся, и даже с консервных банок кушали, вот даже такой период был, даже так. А сейчас, ну, что приобретаем, то есть и передаем другим, чтобы оставалось, и да, так же самое, то есть уже собирается уже, ну, как сказать, больше и больше, 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 и лучше, 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 да. Главное правило – компактность. Все должно вмещаться на небольшой территории. Небольшой блиндаж, небольшая кухня, чтобы оно все было не разбросано. Чем больше оно места занимает, тем легче в него будет попасть. Чтобы вырыть блиндаж в открытом поле, копать приходится вручную. Если подогнать технику, ее сразу уничтожит противник. Ломик, кирка. Ломик, кирка, лопата и руки. Сланец бьется долго, если он пластами идет. Если попадаешь на мягкий пласт, то легко, а если на грубый, то тяжело. Пару мешков накинул и долбаешь, чтобы не прилетело, чтобы было за что спрятаться. Придумали бойцы, как избежать потопа от дождя или талого снега. Для этого окопы устилают опилками или хвоей, а некоторые и вовсе придумали своеобразный ливнесток. Внутри буржуйка-генераторы, чтобы было электричество. Ну, уют надо делать. Командир взвода с позывным «Овод» еще в 2014 году пошел добровольцем в батальон «Айдар». Тогда, говорит боец, несмотря на то, что ничего не было, в быту было проще. Рассчитывали только на свои силы и ничего ни от кого не ждали. У тебя нет такой проблемы, у нас нет мешков. Как-то нет, поехали в магазин, купили. У нас не было проблем, нет дров, купили бензопилу, напиляли. В наследство передается и опыт. Кто-то придумал, как лучше обустроить баню, а кто-то изобрел свой способ строить блиндажи. Вместо мешков с песком, как принято, они используют ящики из-под снарядов. Их можно засыпать гильзами. Их можно засыпать гильзами, а можно землей. С гильзами они больше выдерживают. Вот у нас на предыдущей позиции был мешок, в котором были гильзы, и в него попала 120-ка. И снизу под мешком только землю немного содрала. Бойцы говорят, что научились строить из подручных средств все, что угодно. Главное, чтобы был материал. В ходу тут ящики, рекламные баннеры и даже президентский ковролин, как его в шутку называют бойцы. По нему говорят, пан президент шагал. Ковролин привез волонтер. Он договорился с администрациями городов, что после каждого выступления президента ковролин, который стелят ему на сцену, будут отдавать бойцам. Да и мыши хоть не падают на голову. Смеясь, военные говорят, если сравнивать условия их жизни с теми, как приходилось воевать во время Второй мировой, то у них 5-звездочный отель. Поэтому на отсутствие мягкой кровати и горячей воды не жалуются. Ольга Калинченко, Илья Никонов. В настоящее время. Донецкая область.